Хорошо, кто внизу, пожалуйста, поднимайтесь. Давайте мы будем начинать. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы благословим сегодняшний день, сегодняшнее собрание. Помолимся. Мы прославим Господа. Еще раз, я рад вас всех видеть на правильном месте. Скажи, я на правильном месте. Правильное время. Потому что воскресенье, утро, где еще быть, как не в церкви. Аминь. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за Твою милость, благодать. Спасибо, что мы могли прийти сюда своими ногами сегодня. Для того, чтобы славить Тебя, чтобы поклоняться Тебе, чтобы прославить Тебя, Господи, и чтобы слышать. Слышать Твой голос, знать Твою волю, быть в Твоих благословениях. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки, и мы просим Тебя, Господь, говори в сердца людей. Господи, мы жаждем слышать Твой голос. Мы просим Тебя, Господи, благослови. Благослови это собрание, как мы его благословляем. Пусть Твоя воля да будет здесь, Господи, во всем, что мы делаем, Господи. Действуй, как хочешь, как Ты хочешь, Господь. Ибо эта церковь принадлежит Тебе, и Ты глава этой церкви. И весь Божий народ сказал: Аминь. Аминь. Да будет так. Давайте мы прославим Господа. Хорошо? Аллилуйя, Господь. Каждое утро открывайся навстречу.
ко всем любовью Христовой. Слава Богу, что вы здесь, вы дома Отца Своего. Давайте поприветствуем друг друга. Слава Богу! Сегодня вся семья в сборе. Наконец-то наш пастор Алексей приехал. Давайте поприветствуем пастора. Слава Богу! Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что мы имеем эту привилегию, эту великую возможность сегодня утром предстать перед лицом Твоим, как народ Твой, как избранное царственное священство. Мы некогда были не народ, но сегодня мы Твой народ. Мы сонаследники Господа Иисуса Христа. Мы дети Царства Твоего. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты принимаешь нас такими, какие мы есть, со всеми нашими недостатками. И сегодня мы, приходя перед Твое лицо, имеем дерзновение на благодать и милость Твою. Отче, спасибо за Твою любовь, безмерную, безусловную, которую Ты имеешь для каждого из нас. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой. Мы нуждаемся в Тебе больше, чем вчера. Мы всегда будем нуждаться, потому что без Тебя мы ничто. О, Дух Святой, прямо сейчас прикоснись каждое сердце. Прямо сейчас наполни нас, Господь. Дух Святой, мы жаждем Тебя. Дух Святой, мы ожидаем Тебя на этом месте. О, Господь, наполни своей славой, своим чудесным присутствием это место, Господь. Пусть высвободится Твоя могущественная сила, Твоя могущественная безусловная любовь, Господь, которой Ты сейчас окутываешь каждого из нас. Спасибо, Отец. Мы благодарим в Твоем святом присутствии, Господь. Мы любимы, Господи, от того мы приходим как дети с открытым сердцем, взирая на Твою милость, Господь. И сегодня каждое сердце, которое, и каждые уста, Господь, которые призывают Тебе, они будут помилованы и прощены, ибо Ты есть благой Бог. Спасибо Тебе за эту церковь. Ты сказал, что Ты поставил его на 7 камней, и врата ада его не одолеют. И сегодня мы наполняемся, Господь, Твоей крепостью, Господь. Укрепи нашего внутреннего человека, чтобы мы были способны предстать перед всяким несчастьем, перед всеми ситуациями, Господь, призывая Твое святое имя, уповая на Твою милость, Господь. И мы благословляем нашу церковь, всех служителей, Господь. Наше прославление благословляем, нашего пастора благословляем, нашего проповедника, Господь, и всех, кто в служении, Господь. Особенным образом мы благодарим и благословляем за детское служение, ибо у нас есть кому заботиться о наших детях, потому что Ты из них поднимешь, Господь, народ сей, который пойдет в этот народ, который еще не познал Бога. Из них поднимутся пастора, евангелисты, пророки, учителя. И те, кто будет явить Твою славу этому миру. Господи, мы верим, Господь, что Ты ведешь нашу церковь в правильном направлении, Господь. И мы ожидаем, и мы говорим: «Сей гряди, Господи, гей гряди, Господи». Мы ожидаем Тебя, но пред Тем, Господь, мы с упованием, Господь, просим Тебя: очисти наши сердца, Господь, очисти наши мысли, Господи, чтобы мы были готовы к приходу Твоему, Господь, как Твоя невеста, без порока и пятна, Господь. Слава и хвала Тебе, Господи. И мы ожидаем, Господь, благодарением Слово, которое будет сегодня высвобождено, Господь. Мы открываем свои уши, мы открываем очи своего сердца, Господь, чтобы принять это Слово на добрую почву сердец своих. Мы хотим, Господь, чтобы, услышав эти слова, Господь, в нашей жизни были плоды, чтобы мы практически применили это Слово, которое услышано нами сегодня. Спасибо Тебе, Господи, и мы благословляем все начальства власти, Господь, потому что Ты хочешь, Господь, чтобы мы прежде всего молились об этом. Мы благословляем всех царей, всех президентов, Господь, всей земли, но не только нашей российской, Господь, и якутского президента, но все начальства и власти по всей земле, по всему лица земли, потому что Ты хочешь, чтобы каждый человек был спасен. Мы благословляем
Господь, взаимопониманием, чтобы они всегда понимали друг друга, чтобы была взаимовыручка, взаимоподдержка, Господь, чтобы в них был страх Божий, Господь, благодарение перед именем Твоим. Спасибо Тебе, Господь, и мы, как народ Божий, призваны благословлять этот город, мы благословляем, чтобы он расширялся, чтобы пределы Царства Твоего распространять, чтобы церкви были насаждены по всей России, по всей республике Саха-Якутия, Господь, и чтобы слава Твоя была явлена через народ Твой Божий. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Еще раз доброе утро. Дети, подростки, выходите вперед, мы помолимся за вас, благословим. Вы знаете, у нас такая добрая традиция. Уже хочется побыстрее вас благословить, чтобы в зале было тише. Круто, весна, птички прилетели, и дети тоже. Откуда-то взялись. Еще не все здесь, но нас чуть побольше. Вы знаете, зачем мы это делаем, да? Кто знает? Зачем? Ну, если руки подняли, наверное, знаете, хорошо. Но молчите. Давайте мы провозгласим что-то хорошее в жизнь каждого человека, который стоит здесь. Аллилуйя, Господь! Благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, кто сейчас здесь. Мы просим Тебя, Господи, Ты благослови, как мы их благословляем. Всяким Твоим благословением, Господи. Мы просим, чтобы они во время их жизни, Господи, по возможности, было мирное небо над головой. Господи, чтобы воля Твоя была в их жизни. Ты каждому дал какие-то способности. Господи, Ты каждому что-то предназначил в судьбе, и мы просим Тебя, Господь, пусть они войдут в свое предназначение. Пусть они исполнят то, к чему Ты призвал их, Господь. Благослови их крепким здоровьем сейчас. Чтобы окончание учебного года для всех учеников, оно прошло хорошо, чтобы были силы закончить учебный год хорошо, чтобы действительно пошло им на пользу. Господи, я провозглашаю, чтобы у них был в жизни такой человек, на которого они могли положиться. Господи, дай им верных друзей, которые будут от Тебя, не просто мирские люди, но на которых можно было бы положиться, который был бы хорошим наставником. Господи, во имя Иисуса пусть так будет. Господи, благослови каждого, как мы их сейчас благословляем. Велись Божий нам сказал. Аминь. Хорошо, и можно пойти на детское. Да, давайте вот еще у нас тут человека принесли. Месяц ему, говорят, исполнилось. Давайте мы за него помолимся. Благословим отдельно. У нас есть или нет? Потому что там нет или нет? Сейчас принесут елей, давайте мы помолимся. Как зовут? Данил. Хорошо, пока елей несут, давайте мы уже помолимся и потом поможем. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за этого ребенка, Господи, за чудо, которое Ты сотворил, что он родился, Господи. Мы просим Тебя, Господи, благослови его, как мы его благословляем сейчас. Господи, в свое время пусть он вырастет крепкий, здоровый, и физически, и духовно, и душевно, Господи. И, Господь, пусть в свое время примет правильное решение, Господь. Пусть выберет жизнь, выберет Тебя, Господь. И, Господи, Ты приготовил для него что-то так же, в том числе, Господь. Я прошу Тебя, благослови его, как я его сейчас благословляю, Господь. Пусть Твоя воля, она будет в его жизни, Господь. Пусть Твоя рука, она будет над ним, уберегая его от зла во все дни жизни его, Господь. Аллилуйя. Пусть будет сильный муж Божий. Пусть служит Тебе, Господи. И весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Да, ну еще рано. У нас первое воскресенье месяца, и вы знаете, что по обыкновению, как у нас в церкви заведено, мы принимаем причастие.
И прежде чем мы перейдем к этому, я просто хочу сказать, что так рад вас всех видеть. И так много людей в зале. Знаете, вот когда уезжаешь, когда я уезжал, столько людей в зале не было. Сейчас приехал, и как бы зал полный, то есть, видимо, нужно как-то чаще уезжать, чтобы, да? Слава Богу, вообще. На самом деле так радостно, что я надеюсь, вы пришли не потому, что все плохо. Да? Обычно так тоже бывает, когда люди начинают ходить, когда совсем приперло, но хочется надеяться, что по другой причине. И знаете, это на самом деле показательно, когда все не завязано на одного человека, и когда люди, они ходят не на человека, а они ходят потому, что Господь здесь, да? Я верю, что вы помните об этом, потому что у нас, я не устаю это подчеркивать, да, что глава этой церкви – это Иисус. Да? И если у нас такое отношение, что это не моя церковь, но Его церковь, у каждого, и мы все делаем для того, чтобы созидать Его церковь, в том числе почитаем друг друга, сеем вот эту культуру почтения, культуру Божьего Царства, чтобы нам приятно было находиться друг с другом, чтобы мы сюда шли с радостью, да? С радостью общения, потому что как ты можешь прийти с радостью, если тебе неприятно кого-то видеть, да? Поэтому хочешь, чтобы к тебе относились дружелюбно, будь сам дружелюбным. Аминь. Поэтому давайте мы пару минут возьмем, и вот прямо обязательно такая вещь. Подойдите к 3 человекам, вот к 2, которых вы знаете, может подойти, но хотя бы одного, которого вы первый раз вообще видите, и скажите что-нибудь приятное. И это обязательно. В смысле, не нужно сидеть. Уже можно вставать. Давайте пару минут возьмем. Благословите кого-то. Скажите что-нибудь приятное. Вот если вам нет 70 лет, то вы должны обязательно встать со своего места. Не надо сидеть. Нужно вовремя остановиться, уже проходите обратно. Потому что мы давненько так не приветствовали никого, так может затянуть. Хорошо, вы знаете, у нас, как я говорил, сегодня причастие. И это великое таинство для церкви, которая церковь, она делает уже более 2000 лет. Вот там вот группа, которая стоит, вы проходите сюда. Вот у нас первый ряд полностью свободен. Вот здесь места тоже. Проходите, что вы там тусите? Да, там молодежь вся. Вот вы там 2 стоите, молодежь. И сзади кто? Да проходите, не стесняйтесь. Успеете еще. Мы специально не ставим там ряды вот те. Помните, у нас там было? Потому что как-то тенденция такая, почему-то все хотят сидеть на задних рядах. Это неправильно. Да, у нас по Писанию, что последние станут первыми, поэтому проходите сюда. Проходите, Рома, иди тоже. Сядьте где-нибудь.
Аллилуйя. Хорошо. Вы знаете, что в последнюю вечерю, да, или ужин, на Пасху последнюю, когда Иисус он был здесь на земле, Он собрался со своими учениками, Он преломил хлеб и говорил им, что вот это вот тело мое, которое ломимо за вас, да. И Он взял вино и сказал, что вот это вот кровь, которая будет пролита за вас. И Он сказал, что делайте это в моем воспоминании. Это вот прямая заповедь Иисуса Его ученикам. Ты Его ученик. Если ты Его ученик, тогда и тебе нужно это делать. Аминь. Поэтому мы делаем это и вспоминаем об Иисусе Христе. И так легко, знаете, когда идут годы, проходит время, и ты все это 200 раз слышал, ну да, Иисус умер за меня, ну да, я искуплен Его кровью, да, там я это и так далее. И так легко, знаете, как поэт говорил, что слова, они ветшают, как платье, да, то есть они замыливаются и теряют какой-то смысл. Но я верю в том числе, и поэтому именно Иисус, Он заповедовал нам это делать, чтобы мы помнили, что Он на самом деле сделал для нас. Потому что это вообще вся суть в этом, да, что не своими силами, не потому что мы такие хорошие, не потому что мы что-то заслужили, но потому что Он умер за нас, мы имеем доступ к Его престолу, к Его благодати. Аминь. И каждый раз, когда ты это делаешь, ты напоминаешь это себе. И здесь, то есть в духе и в разуме, и это свидетельство перед всем окружающим миром, что я дитя Божие. Теперь я принадлежу Ему. Я в Его царстве. Я не под властью дьявола. И еще раз, не потому, что я это заслужил, и я такой классный. Да потому что Иисус все сделал для меня. Аминь. Поэтому давайте мы будем сейчас это делать. То, что нам заповедовал наш Господь Иисус. Мы будем принимать причастие или хлебопреломление. И вот классное слово, да, причастие. То есть мы становимся частью тела Христова. Вернее, мы есть Его частью. Часть Его тела, но мы напоминаем об этом, да? Давайте мы поднимемся, мы помолимся и мы благословим этот хлеб, это вино, и потом, может быть, вот с этого ряда, то есть вот здесь можно будет вот по этому ряду выходить и здесь возвращаться обратно. Хорошо? Чтобы у нас не было. Если кто-то может, Жанна, на клавиши прийти и просто что-то поиграть. Жанны нет, да? Ну, нет, так нет. Хорошо? Давайте помолимся. Аллилуйя, Отец. Мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, за этот чудесный план, за Твою кровь, Иисус, которая была пролита за нас, и посредством которой мы получили прощение, получили очищение и стали праведными. Благодарим Тебя за Твое тело, которое было ломимо за нас. Мы освящаем этот хлеб, мы освящаем этот сок, и мы провозглашаем, что это тело Твое, которое было за нас истязаемо, и что этот сок, это кровь Твоя, которая была пролита за нас. Мы вспоминаем о Тебе и принимаем это с благодарностью. И весь народ сказал: Аминь. Можно выходить.
Возлюбил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины, освободил. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Милости Твоей полна вся земля, Господь. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твою Ты превознес над судом, возлюбил меня и ввел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твою Ты превознес над судом, возлюбил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины, освободил. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Аллилуйя. Да, хорошо. Присаживайтесь. Вот так кафедра мешает, чтобы экран видеть или нет? Экран видно? Да или нет? Хорошо. Да, можно даже второй выключить. Да, вот так. Вы знаете, да, что кто-то, наверное, заметил, что у нас не было меня и Ларисы в прошлое воскресенье, и в позапрошлое тоже. И мы ездили в город Владивосток и в город Хабаровск. Вот это не надо так делать, ладно? Там попить можно внизу, там есть вода. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Просто, когда мы... ладно. Мы ездили в город Владивосток, в город Хабаровск. И во Владивостоке так просто сложилось, да, что было рядом даты. Была семейная конференция с Юлией и Олегом Поповым. Это служителя из Церкви Слова Жизни, город Москва. Вот. А потом, как бы через несколько дней в городе Хабаровск впервые была большая пасторская встреча, так назвали. Эта встреча, ну, можно так сказать, большая, потому что там добро пожаловать, говорят, всем пасторам с Дальнего Востока. Было 80 человек, и это только первый год в Якутии мы были одни, к сожалению. Хотя я как бы рассылал приглашение, в том числе. Это такое межденоминационное, ну как межцерковное, не обязательно это принадлежность какой-то определенной церкви. И было здорово. Вы знаете, просто это такая вот традиция. Церковь Слова Жизни в Москве, они проводят уже 4 года такие встречи на Западе. И они проводили 2 раза в Москве и проводили пару раз уже в Сочи.
Вот в этом году была встреча в Сочи, и когда я узнал, я хотел поехать вообще туда, на запад. Ну, и это не конференция. То есть это не так, знаете, когда ты приезжаешь, вот, если кто-то был на конференции, и там вот какие-то собрания, и тебя вдохновляют, но это именно такая встреча пасторов, которые служат тому, чтобы познакомиться, пообщаться, поделиться опытом каким-то. И, знаете, я просто заметил, это так здорово, что вот то начинание, которое есть в слово жизни, они просто достигли такого размаха, и у них есть столько опыта, и в том числе межцерковного общения, потому что, знаете, часто между церквями вот как-то взаимодействие – это одна из сложнейших вещей, потому что у каждого Авраама своя программа, и пастора они как-то, не очень бывают, между собой. И это великое дело. Вот знаете, когда, мы-то одно тело Христово. Вы согласны? У Иисуса, у Бога, да, церковь она одна. Есть поместные общины. И это здорово, когда есть общение, есть взаимодействие, и есть общие какие-то цели. И когда я узнал, я хотел поехать в Сочи. Это было в январе. Но, знаете, Бог, он как бы сказал, что нужно нам здесь, на Дальнем Востоке, раскачивать свое. Вот иметь общение свое. И, то есть я целенаправленно, мы приняли решение ехать в Хабаровск и иметь общение здесь. Потому что, помимо того, что у нас меньше ресурсов здесь, на Дальнем Востоке, у нас гораздо все разбросаннее. Чтобы куда-то доехать, знаете, там на Западе сел на паровоз, на автобус, на такси, и ты через пару часов куда-то доехал где-то. У нас до ближайшего города доехать, там в Нерюнгри, 850 километров. Когда вот я с Олегом Поповым общался, и он спрашивал, а сколько у вас летите до этого? Долго? Я говорю, недолго. 3 часа. Он говорит, 3 часа это недолго? Потому что для них 3 часа это то есть там если лететь с Москвы куда-то, они обычно час. А здесь до Владивостока у нас 3-4 часа. Вот, и знаете, там был такой есть ролик, мы сейчас его посмотрим, я еще сам не видел, его просто, организаторы они, это Сергей Мартюничев, который приезжал, он отвечает в «Слово жизни Москва» за межцерковное взаимодействие, и вот большое спасибо ему, он один из организаторов. Я верю и надеюсь, что такие встречи, они будут ежегодными. То есть есть такая надежда, и вот как судя по тому, как проводилось это на Западе, вы знаете, каждый год все больше и больше и больше. Каждый год количество пасторов, которые приезжают на эти встречи, они увеличиваются. Поэтому я думаю, 80 человек это неплохое начало на самом деле для Дальнего Востока. Вот. И давайте ролик посмотрим. Может быть, я там потом вспомню, что было, и дополню. Замечательное время, когда пасторы могут собраться вместе, пообщаться, попить кофе, задать вопросы, получить какие-то ответы. Время действительно очень полезно. Но мы пока в самом начале. Можно поделиться какими-то своими переживаниями, какими-то трудностями, если возникают в служении. Я бы сказал, стратегическое мероприятие, которое принесет большие изменения в тело Христа. Во всяком случае, на Дальнем Востоке, я верю. Оно закладывает возможность в том, чтобы церковь обновлялась, чтобы она не вымирала, как динозавры, но чтобы, обновляясь в течение времени, просто была способна, передавая видение молодому поколению, оставаться всегда. Очень понравилось слово «мацулы». На самом деле радикально нужно поменять взгляд, в принципе, в отношении с молодежью, особенно что касается старшего пастора. Придется сейчас парадигму мышления менять. Кажется, что ты еще молодой человек, у тебя уже 26, скоро 30, и надо передавать свое служение, надо постоянно взращивать тех людей, кому нужно это передавать. И уже я понимаю, что уже сейчас мы надо об этом думать. Потрясающий опыт у многих пасторов везде. И если уже что-то, оно где-то применяется и работает,
приехать домой и применять это у себя в церкви. Большая пасторская встреча и встреча жен пасторов – это начало чему-то большему и лучшему, то, что мы, может быть, открываем сейчас. Слава Богу. Мы уже несколько лет подряд проводим подобные мероприятия, и я слышу столько много хороших, потрясающих отзывов. Как хорошо братьям и сестрам между собой быть вместе. Это просто потрясающее время. Время, когда не только мы служим, но служат нам. То, что меня мотивировало, что жатва большая, что его пришествие будет очень скоро. И вот мы должны подготовить вот эти вот житницы для грядущего пробуждения. А это церковь. Иисус сказал, что если мы будем едины, то мир уверует. Так важно, когда пасторы вместе, когда они в единстве, это означает, что и церкви будут в единстве. И это означает, что не будет никаких преград для Духа Святого двигаться здесь, по всей этой территории огромной, Дальнего Востока. Поэтому наше единство, я вот, несет движение Духа Святого. Я очень рад и с нетерпением ожидаю за встречу в следующем году. В течение 7 месяцев мы готовили большую пасторскую встречу. Епископы из Приморья, Камчатки, Сахалина, Хабаровского края встречались вместе большое количество раз и обсуждали контент большой пасторской встречи. По-моему, у нас получилось именно то, что мы хотели. Я очень рад, что 80 пасторов приехали на большую пасторскую встречу. Вместе мы призваны распространять Евангелие Иисуса Христа. Вместе мы призваны строить церковь и распространять Божье Царство. Так нормально, если вот так свет будет? Или еще там сзади? Ну, я думаю, нормально. Может быть, там даже виднее будет. Ну, как бы короткий ролик, да, и на самом деле поднимались разные вопросы. И один из вопросов, который поднимался, это как нам передать наше наследие, нашу веру, как передать нашу веру следующему поколению. И приехало 80 человек, и вы понимаете, да, то есть на Дальний Восток, вот, чтобы привезти там вот всех, ну, участников, вот, спикеров, кто был, даже просто купить билеты, ну, это стоит денег, снять зал, там были обеды и так далее. Был регистрационный взнос, но денег не хватало, и как бы они думали, ну, как бы выйти, потом собрали пожертвования и все равно оказались в плюсе, как бы, да, у организатора, то есть Сергей постоянно отчитывался, то есть там осталось 1000, по-моему, 60 или 70, ну, как бы задел такой на следующий год. И потому что, ну, было не такое большое количество участников, то есть пастор Мацула, он не приехал, он был по видеосвязи, также еще кто-то, ну, из спикеров просто, ну, выводили на экран. Да, я верю, что если будет больше человек, то есть будет больше бюджет, больше регистрационный взнос, соответственно, можно будет пригласить людей вживую и пообщаться с ними. Но помимо этого все равно было очень много интересных людей. Если кто-то видел, там был такой Сергей Непомнящий. Вот сейчас вот говорили, это руководитель объединения «Краеугольный камень». И кто не знает, у нас просто совпало название. Когда мы назывались, мы не думали, что есть такое объединение. Но на самом деле это человек, который вот в Ачинске церковь основал. У нас кое-кто знаком, как бы и видел. То есть сколько там лишь церковь в Ачинске? Человек 500, да, по-моему? Там небольшой город, я не знаю, 100 тысяч. Может быть, меньше. Нет, там меньше, по-моему, чуть ли не 120. А? Ну, как бы, и сейчас больше 500 человек в церкви, представляете? Ну, то есть, это такой значимый сегмент, да. А в Новосибирске церковь 1000 человек. И вот Сергей Непомнящий, это тот человек, который насаждал эти церкви, он взрастил после этого, вот он недавно, он передал церковь, вот Василий Доценко, там есть пастор. То есть, представляете, он передал 1000-ю церковь и поехал основывать новую церковь в новом городе. И у них как бы много церквей по разным городам. Вот он делился таким словом, и то, что мне запало, знаете, он вообще интересно, он говорил, что вот какой, когда говорят, что по плодам вы там узнаете их, и вот он говорит, какой плод у яблони, например. Яблоко, да, но конечный, знаете, плод, это еще одно дерево, еще одна яблоня. То есть это яблоко, которое росло, потом семечко, и то есть еще одно дерево. То есть мы призваны не просто, как церковь, да, взращивать верующих и плодить верующих, да,
Но в том числе, конечно, это как основа церкви. То есть еще один плод полноценный, это еще одна церковь. То есть, вы понимаете, да? Интересное слово было у него. И, однозначно можно чему-то поучиться. И сейчас он, по-моему, в городе Москва. У них небольшая церковь для Москвы, там, по-моему, 200 всего человек, или 300. Как бы, как-то вот пока так. У них такая программа, они всегда основывают репцентр. И в этом как бы двигаются, в этом служении. Не знаю, может быть, тогда вот то время было, когда, как-то это более бурно развивалось, так скажем. Вот. Кто еще? Что еще было? Одна из тем, которая вообще поднималась, как я уже сказал, это как нам передать свою веру. И мне вот просто очень сильно запало это слово пастора Мацулы. И может быть, мы сделаем... Просто нам обещали, что будут все материалы, которые там были, да? До сих пор пока их нет в группе. Я буду напоминать настойчиво. И я бы хотел собрать, может быть, лидерское. Причем лидерское, я не хочу опять это слово употреблять. Все, кто захочет, смогут прийти. Можно будет послушать слово пастора Мацулы, где он приводит интересную статистику, и он говорит просто вообще про средний возраст церквей в мире. То есть вот англиканская церковь в Англии самая большая, в Америке церкви, которые, если знаете, везде средний возраст, он там далеко за 50 лет. То есть в Англии там еще 61 год, по-моему. Это о чем говорит? Знаете, по всей Европе церкви, они просто закрываются. Люди, они стареют, это означает то, что у нас молодежь, она остается. Знаете, я просто сам по себе, я помню, мы когда покаялись в 90-е годы, здесь есть люди в зале, которые приблизительно в то время. И знаете, как-то так время прошло незаметно, и вот мы с теми людьми просто состарились, как бы новых-то нет. Вернее, есть новые, есть молодежь, я не в этом смысле, но вы понимаете, что тогда у нас средний возраст был 20 лет. И он с каждым годом становился средний возраст все старше, старше, старше. Сейчас, если нас в зале посмотреть, что у нас, то есть молодежь, это, знаете, у нас есть классное детское служение в церкви. Без всяких этих. Большая заслуга вот тех людей, Галина Михайловна Тян, с церкви слова жизни, да, то есть ее большая заслуга, что она готовила учителей. Вот у нас есть такой вот костяк, вот Наталья, вот Лариса, моя супруга, все учителя, кто вот у нас закончил сейчас еще недавно 10 человек. Слава Богу, мы возродили, потому что у нас был какой-то вот такой провал одно время, да, и не было детского служения, но у нас есть. Но смотрите, эти дети, когда они вырастают, они становятся подростками, это тот момент, вот, когда человек начинает осознанно делать выборы, что-то делать. И у нас просто до последнего времени была такая дыра. Да? Нужно их подхватить и вести дальше. Если мы этого не будем делать, то, знаете, нам как повезет. Может быть, он останется, может быть, не останется, где там что будет. Я все равно верю, что детское – это необходимо. Это тот фундамент, который закладывается. Но так важно вот именно подростковое и молодежное. Знаете, вот у меня просто давно как бы уже горит сердце вот этим, да, и когда мы были в Хабаровске, это просто лишний раз, вот я, как бы, знаете, такое подтверждение тому, что это правильно, и есть люди, у кого можно поучиться. Знаете, вот пастор Мацула, несмотря уже на свой возраст, у него такое правильное понимание. Он так много уделяет этому внимания и работы. И вы знаете, я могу вам сказать, что нужно не бояться доверять молодежи что-то делать. Я просто вспоминаю, когда мы были, знаете, не было никого постарше. Мы все делали сами. Мы сами возили эту аппаратуру каждый раз. Где-то снимали залы, потом сворачивали, что-то увозили. И постоянно какая-то была движуха. Аминь. У нас есть здание церкви, это прямо такое большое преимущество, которого тогда, например, у нас не было. И у меня желание о том, чтобы, знаете, была жизнь здесь. Потому что я вот часто слышу, знаете, у нас просто не так много помещений, у нас пасторская одна, у нас там домашка проходит, еще что-то проходит. И понятно, когда помещение, оно делится между людьми, постоянно возникает конфликт. Вот полы не помыли, то не убрали и так далее. И это неизбежно. Я к тому, что мы призваны, нужно убирать за собой, нужно все делать. Но, знаете, чисто и спокойно только на кладбище. Никаких вообще проблем.
Ну и то, если где приходят и убирают, да? Иначе все зарастет бурьяном. Где жизнь, там все равно какое-то, что-то происходит. Понимаете, а где молодежь, это все равно конфликт интересов. Я просто призываю тех, кто уже постарше, набраться терпения и вспомнить, что вы когда-то тоже были молодыми. И вот это вот вечное недовольство, вы знаете, просто у нас сейчас дома, у меня живут мои родители с нами сейчас, и вы найдете произведение художественное было «Отцы и дети», да? Вот эта проблема, она вечная. Это не сейчас оно возникло. Молодежь, она мыслит по-другому, она думает по-другому. И я не верю, что, знаете, молодежь это становится хуже и хуже. И что вот раньше, в наше время, мы были. Да мы такими же были. С поправкой на время на какое-то, вы понимаете, да? Поэтому нам нужно научиться доверять. И вот я верю, что это здорово для церкви. Кто-нибудь скажет аминь. Аминь. Потому что если мы так не будем делать, у нас будет то же самое, как то, что происходит в Европе и в Америке. Нам нужно уже сейчас думать, как нам передать. Аминь. Потому что вот круг друзей с возрастом, да, в молодежи как-то в нем не так много становится, да. Ты взрослеешь, знакомые твои тоже взрослеют. И то, кому ты свидетельствуешь, как правило, он тоже старше. Да? И с молодежью может говорить кто? Молодежь. Потому что как бы ты там ни пыжился, это начинает выглядеть смешно. То есть, если ты там молодишься и чего-нибудь там несешь, как-то, на тебя будут просто смотреть, как, немножко того. Да? Поэтому нужно доверять именно молодежи. И вы знаете, сегодня я хотел бы поделиться таким словом, может быть, это каким-то образом навеяно, не знаю. Проповедь называется «Наследство». Какое наследство мы можем вообще оставить нашим детям? И давайте мы прочитаем сначала место Писания, которое вы все знаете, но к которому мы будем сегодня обращаться, это притча о блудном сыне. И это Евангелие от Луки, 15 глава. Может быть, для кого-то это несколько стихов. Это будет еженедельный план чтения Библии, и мы за раз его закроем. Столько стихов. Может быть, кому-то это месячная норма уже будет. Здорово. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава. С 11 стиха. У некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». То есть, по-русски, современным языком, мое наследство, которое мне причитается. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточствуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против тебя и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому,
услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, которому, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его выйдя звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я сколько лет служу тебе и никогда не приступал к наказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Итак, я бы хотел поговорить про наследство, про наследие, которое мы оставляем своим детям. Знаете, не знаю, возраст, не возраст, но задумываешься, когда я умру, что я передам своим детям? Знаете, я просто смотрел, есть такое понятие, как завещание, да? Наверное, все слышали. И притчи, 13 глава, 22 стих, написано, добрый оставляет наследство и внукам. Что? Добрый человек, он оставляет наследство еще даже не только детям, но и внукам. И завещание, да, это юридический документ, в котором записано, что происходит с твоим имуществом после того, как ты умрешь, да? Каким образом оно будет распределено? Кому что пойдет, если у тебя есть там недвижимость какая-то, земля или, может быть, просто какое-то имущество. Все это расписывается. И это имеет смысл, да? Если у тебя что-то есть, какое-то имущество, хотелось бы, чтобы, после твоей смерти, да, детям твоим что-то досталось, да? Вы согласны? Такая тишина. Да. Про генную инженерию говорю, или как бы... Всем же вроде все понятно, да? Вы знаете, я понимаю, что наследство на самом деле это может быть такое испытание. Оно может быть трудным, не знаю, там, неправильным. И неправильное наследство, оно может разрушить семью. Если посмотреть, я у одного стендап-комика такую фразу слышал, что если есть завещание, значит есть какая-то семья, которая дерется за это завещание. И если посмотреть на множество голливудских фильмов, даже вот недавних, так много всего какие-то детективные истории, которые построены, когда, например, кто-то из богатых родственников умирает, и семья начинает в прямом смысле грызть друг друга за то, чтобы получить какое-то наследство, да? Деньги, либо имущество какое-то, я не знаю, куча историй у Агаты Кристи, там, про всяких там Пуаро и, я не знаю, фильм голливудский недавно «Достать ножи», не знаю, кто-то видел, мне даже название такое, «Достать ножи», вот они там тоже имущество делят, да, что кто-то погибает. И что я пытаюсь сказать, знаете, даже в нашей церкви, у нас, да, вот ко мне подходили люди, и вот, кого-то, вот, например, там мама умерла, и там братья и сестры взяли и отжали, как бы, вот то наследство, которое было. Вычеркнули там отовсюду, быстренько захватили и так далее. Человек остается ни с чем. И после этого, знаете, как-то вот отношения у родственников, они не очень. Никто друг с другом не разговаривает. И когда вот такое наследство, вот оно как бы пользу приносит, или оно как проклятие какое-то. Вы понимаете, да? Что я пытаюсь сказать? Что
Наследство, оно вроде бы как бы подразумевает, что это что-то хорошее, да? Что это как благословение какое-то, ты что-то получил. Но часто наследство, оно приносит просто проклятие в семью. Разрушает всякий мир, разрушает отношения, родственники не разговаривают. И в Библии полно таких примеров. Это не то, что вот сейчас люди стали такими злыми, это было всегда. Знаете, все началось еще, когда с Иакова и Исава, когда, знаете, Исав, он продал свое первородство. Что подразумевает первородство? То есть он был обманут. То есть старшему сыну доставалось все, он был наследником. То есть не только благословение устное, да? Вы понимаете, в этом вот как бы тоже коварство было. Он продал первородство там за чечевичную похлебку. Я просто так посмотрел по Библии еще, да? И в книге Судей был такой судья Иефай. И мать у него, она была блудница, и у него было много там сводных братьев. И эти братья, они, говоря по-русски, кинули его. То есть выжили его, отправили ни с чем, все наследство у него забрали. Он там присоединился, возглавил там шайку разбойников. И какое-то время таким вот образом жил. И потом израильский народ, он находился под аммонитянами в это время. И они взвыли, пришли к нему и попросили его, он как бы возглавил ополчение. Они разбили там аммонитян, и вот он потом стал судьей. Но просто вот суть в том, что были братья у него, родственники его, которые лишили его всякого наследства. По беззаконию, да. Если посмотреть на Давида, царь Давид, в Библии написано, что это муж по сердцу Божьему, да, был. И Авесолом, сын его, он что захотел сделать? Он решил, что да не буду я ждать, когда там папа уйдет, да? Ускорю процесс. Сам папу отправлю на небо, займу его трон, все наследство мое будет. То есть он замыслил, да, вот это. Замыслил убить отца. И то же самое, да, вот, про блудного сына, то, что мы читали сейчас. Здесь о чем говорится, что сын, он не захотел дожидаться, когда наследство, оно будет там ему даровано, перейдет ему. Он пришел и говорит отцу: отдай мне то, что вот ты там, планируешь, да, вот наследство. Я хочу получить свою долю сейчас. Вот 12 стих, то, что мы читали. И сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. И когда вот ты начинаешь вот в этом ключе думать про наследство, возникают такие мысли, что какова же ценность вообще вот наследства? Потому что, может быть неправильное наследство, да, которое не принесет благословение для твоих потомков, но принесет проклятие, которое разрушит их жизнь. И я думаю, что каждый он бы хотел оставить для своей семьи, для своих потомков такое наследство, которое будет благословением, которое принесет им пользу. Вы согласны? Потому что вот так вроде бы, оставил вроде бы денег или там, не знаю, еще что-то. А жизнь, она разрушена наоборот, да? Все перегрызлись друг с другом, там, кто-то кого-то убил из-за этого. Какое же это благословение? Я привлек ваше внимание. Давайте мы... то есть вот это вот то, что мы читали про блудного сына, это слова Иисуса, да? Это Он рассказывает эту притчу. И давайте мы посмотрим на эту историю. И мы начнем вот с вот этого блудного сына, да? Самого. И хотя, он в русском он называется блудный сын. В Библии так не написано, да, но когда ты говоришь, все понимают, что это за притча. Но на самом деле, можно было бы назвать даже, что он жалкий какой-то вот сын. То есть суть в чем? Он попросил, хотя он был самый младший, он говорит: дай мне мою часть. Он ее взял, уехал куда-то в другую страну, пил, куролесил, гулял,
все промотал вообще. Там потом настал голод, у него ничего нету. До такой степени, что ему даже есть нечего было. Он там был рад, да, у свиней есть. Ничего, кроме жалости, да, он думаешь, ну, что не так с ним, да, вот. Он неудачник. Вы согласны, да? Второй персонаж, да, это отец. Если на него посмотреть, да, вроде бы хороший человек. Он любит своего сына, он заботится о своих слугах, да, или о работниках, о наемных, которые у него работают. Даже его сын, да, потом он, когда вспоминает, а когда он там у свиного корыта, и он говорит, сколько наемников, то есть наемных работников, у моего отца избыточествуют. То есть у них хлеба в избытке. Они едят досыта, а я здесь присмыкаюсь. И если так подумать, думаешь, что, ну если как бы хороший отец, хороший хозяин, праведный человек, должен вырастить праведного сына. И многие люди, они бы, ну, говорили бы так и верят в то, что, ну, если у отца вырастает такой сын, ну, значит, где-то есть какая-то вина и отца в этом. Как может отец, который делает все правильно, вырастить такого сына, который будет конченным неудачником, который пойдет и все промотает? И на самом деле, да, когда, знаете, я вот уже просто в таком возрасте, когда вот те люди, мои друзья, с кем я вырос, ну, в смысле, покаялся когда-то, и мы были одного возраста, и дети наши росли вместе, да, и вот они вырастили этих детей. И у некоторых из верующих, знаете, дети, они, ну, никакие. Что-то пошло не так где-то, да, и тогда вот эти родители, верующие, они начинают задавать вопрос, а что же я сделал не так? Что же пошло не так? Значит, что-то я сделал неправильно. И я думаю, что, может быть, у кого-то из вас либо свой, как бы, вот есть такой опыт, либо есть знакомые, с кем ты, у кого-то такая подобная ситуация. И часто люди, они задают себе вопрос, что же я сделал не так? Знаете, я как-то разговаривал с одной женщиной, у нее там дочь вообще непонятно чем занимается, и у нее такая фраза была, чем же я заслужила, вот, что моя дочь, она стала такой? И, знаете, бывает так, что есть вина родителя в том, как ребенок, он, ну, каким он получился. Но бывает так, что это, знаете, это не обязательно следует, это не обязательно правило. Бывает такое, что родитель, он делает все, а ребенок он вот такой. А бывает наоборот, редко. Знаете, когда понятно, что, как правило, говорят, от яблони, там, от яблони недалеко падает. И когда у родителей, но я встречал таких людей, знаете, когда у конченого пьяницы родители оба пили, просто, ну, вообще полностью пренебрегали семьей, но ребенок, он вырос отличным семьянином, потому что, знаете, как не благодаря, а вопреки. Когда он смотрит на весь этот ужас, он говорит, что у меня так не будет. Но это редко. Но, знаете, я в своей жизни такое встречал. И просто, знаете, что я хочу сказать, что это не обязательно вина как бы родителя. Давайте мы посмотрим книгу пророка Иезекииля, 18 глава, с 5 по 13 стих. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, с 5 по 13 стих. Здесь говорится следующее. Если кто праведен и творит суд и правду,
На горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих. Жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одежду, в рост не отдает, и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит праведный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренне, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Здесь Бог, Он говорит, что вот если человек праведный, и он делает вот то-то и то-то, и он праведный, он будет жив. Но если у него сын, у этого праведника, который разбойник, который делает все противоположное, то есть другими словами, косвенно, да, здесь Бог, Он говорит о том, что это возможно для человека Божьего, для родителя, который с Богом имеет безбожного сына. Или, безбожного ребенка. И это не обязательно их вина в том, что ребенок, он стал таким. Вы понимаете, да? Также, знаете, я бы хотел вам сказать, что когда Иисус, Он рассказывал, Он привел вот эту притчу о блудном сыне. Вы знаете, что под отцом Он кого подразумевал? Бога. Что в этой притче про блудного сына Отец это Бог. То есть, другими словами, Бог это та личность, от которого убежал ребенок и занялся вот этими вот злыми делами. И невозможно быть более праведным, чем Бог. Вы согласны? Но это была не Божья вина, что люди от Него убежали и погрязли в грехе. Поэтому это может быть не твоя вина, что твой сын или твоя дочь, они поступают так, или стали поступать так, как им не следовало. Но даже если это не твоя вина, какое-то чувство вины, это все равно остается, да? Что-то я, наверное, сделал не так. Что же я могу сделать, чтобы изменить вот как-то жизнь для них, для своих детей? Какое наследство я могу им дать, чтобы их судьба изменилась? Давайте мы вернемся обратно, к истории этой. Итак, каким был отец вот в этой вот истории про блудного сына? Он был праведный человек, да? То, что здесь описывается. Он заботился о своих работниках наемных. Он делал все для того, чтобы у них было достаточно еды. И он также был человек великодушный, полон милости. Да? Когда блудный сын, он поверил, да, хотя он сам осознает, что я недостоин даже называться его сыном больше, потому что я вообще предал все, что это, да, наследство взял, которое еще не дожидаясь, все промотал. И он говорит, что я недостоин быть твоим сыном, называться твоим сыном. Но он все равно думал, что у отца будет достаточно милости, пусть хоть возьмет меня в наемные работники, да, чем я хуже, буду работать и хоть,
будет у меня хлеб. То есть, другими словами, вот отец в этой истории про блудного сына, он дал своему сыну большее наследство, чем мани, чем деньги могут купить. Вы понимаете, да, сначала он получил деньги в наследство, он убежал, он все промотал. Вообще ему на пользу не пошло. Только хуже, да? Но потом он получил наследство, да, которое послужило ему на пользу. Что же это за наследство такое было? Знаете, вот отец, он жил праведной жизнью. Он жил той жизнью, которая чтила Бога. И ты не можешь дать ничего более ценного, чем это. Потому что жить Божьей, да, жизнью для Бога, это не просто подать пример своим детям. Это гораздо больше, потому что не то, как ты живешь. Еще раз, не то, как ты живешь, а то, для кого ты живешь. Он жил свою жизнь для Бога. Я вам сейчас поясню. Если вернуться назад в 10 заповедей, когда Бог изначально давал 10 заповедей своему народу, это Исход 20 глава. Давайте мы прочитаем 5 и 6 стих. Бог дает обещание своему народу и говорит: не поклоняйся им и не служи им, то есть там другим богам, там идолам и так далее, да? Ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня. И дальше: и творящий милость до 1000 родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что здесь Бог, Он говорит, что тот, для кого ты живешь свою жизнь, это определит то наследство, которое получат твои дети. Если ты поклоняешься и живешь для кого-то, для чего-то, помимо меня, да, то тогда твои дети, они получат не очень хорошее наследство. У твоих детей будут проблемы. Написано до 3-го и 4-го рода. Наследство будет не очень хорошее. Но при этом, то есть, еще раз, да, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня. Страшно звучит, да? Но это не вся история. 6 стих говорит: и творящий милость до 1000 родов, любящий меня и соблюдающих заповеди мои. Другими словами, Бог говорит: если твой отец, он жил как последний язычник, у тебя не очень хорошее наследство. Но если ты принимаешь решение, что ты не будешь жить как твой отец, как твои родители, если ты принимаешь решение, что ты будешь любить и соблюдать заповеди, почитать Бога, тогда у тебя будет другое наследство. И не только для тебя, но для твоих детей и для твоих внуков, и дальше до 1000 родов. Вы понимаете? Бог говорит, что если ты решишь жить для меня, если ты будешь любить меня, почитать меня, слушаться меня, я позабочусь о твоих детях до 1000 поколений, до 1000 родов. Крутое наследство.
Знаете, просто пример, что это не просто голословно, а что это действительно работает. Не нужно далеко ходить, а просто взять и посмотреть на того же царя Давида и на его потомство. И вы знаете, да, что Давид был человек по сердцу Бога, да? И что он угодил Богу, написано, и что Бог, он любил его. Но, знаете, вот его сын Соломон был мудрейший человек, написано, на земле. Богатейший, мудрейший. Но вот когда речь заходила про его жен, думаешь, дурак дураком. Вот часто с мужчинами так вот, когда вроде бы мудрый, но как про женщин заходит, часто что-то... И давайте мы посмотрим место Писания, вот 3 Царство, 11 глава, с 4 стиха. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамусу, мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Вы понимаете, да, то есть он сделал жертвенники другим богам. Молох — это куда детей приносили в жертву, да? И то, что там Астарта, это Афродита, которая в Ефесе была. То есть это вообще мерзость пред Богом. Понимаете, да? То есть это вообще... Это делал Соломон, сын Давида. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который 2 раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедовал ему Господь. И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Сейчас пока прервемся, то есть вы понимаете, да, он говорит, он просто такое делал, да, что, вы знаете, Бог, он ревнительный, что, да не будет у тебя других богов. Здесь этот строй, жертвенники, всевозможным там идолам, бесам, идет поклонение и так далее. И Бог говорит, что я у тебя заберу царство, ты не будешь царем. Я отдам твое царство, твой трон наследнику твоему. Но смотрите, что дальше. 12 стих. Но во дни твои, то есть при твоей жизни, я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. То есть твое царство при твоей жизни я у тебя не заберу. При жизни твоего сына заберу. И дальше смотрите. И не все царство исторгну, то есть вообще не все заберу. Однако одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Что здесь Бог говорит? Вот самая первая заповедь, которая: да не будет у тебя других богов, да, то есть вообще он там порушил все, что только можно было, да? За это вообще смерти достоин. Но Бог говорит, что я дам наказание, но ради твоего отца, который жил праведной жизнью, это наказание, оно не будет таким полноценным, которое ты заслужил. При твоей жизни даже не заберу. У твоего ребенка заберу. И то не все, а половину. А мог бы вообще умереть, но ради Давида, отца твоего, который был праведный, я не сделаю этого. Ради Давида, то есть человек, который был по сердцу Божьему. Бог, он не будет наказывать сына Давида, да, и его внуков таким образом, как они заслужили. Вся суть в том, что имеет значение, кому Давид служил, кого он прославлял, для кого он жил.
И это имело значение. Посвящение Давида Богу, да, оно такой зонтик образовало над его детьми, над его... Даже то, что они потом поступали неправильно, но вот эта благодать, которая была на Давиде, она перешла в наследство его детям, вот этот зонтик. Гнев Божий скатился просто, как капли воды по этому зонтику, да? Вот это то наследство, которое самое величайшее, которое ты можешь дать своим детям. Вы понимаете? Здорово, конечно, передать в наследство там пару сотен гектаров земли на берегу Лены и домик где-нибудь на морях. Не у каждого получается. Нет ничего плохого в этом, если опять же правильно. Как бы, да, лишь бы пошло на пользу. Но самое великое наследство, которое ты можешь дать, то благословение, если, как вот здесь только что Бог говорил, если ты служишь мне, то я благословлю твое потомство до 1000 родов. И даже если они потом будут поступать и что-то сами сделают не так, то вот этот зонтик, который ты создал для них, он будет действовать. Кто-то может спросить, а как насчет тех людей, у кого нет отца? У нас, к сожалению, такое общество, когда у кого-то вообще нет родителей, ну, в смысле, они есть, понятно, биологические, но кто-то никогда не видел отца, кто-то никогда не видел мать, а кто-то видел отца, но лучше бы и не видел его. Потому что он может быть таким, что там, ну, вы понимаете. Как насчет них? Какое же наследство они могут получить? Знаете, Иисус, Он всегда простирался и достигал тех людей, которые были неудачники. Ну, не только, но в том числе и их. К тем людям, которые остальной весь мир Он отверг, которые никому больше не нужны. Это то, о чем говорили вот фарисеи и книжники, когда они говорили, помните, что вы посмотрите на него, он там ходит грешником, там, да, с ними ест, за один стол садится. Другими словами, да, даже отцы их там родные, мы с ними не сели, там, да, вот, все такие праведные, с грешниками там и мытарями, неудачники и грешники. Все презираемые отбросы общества. Никто больше не хочет ничего иметь общего с этими людьми. И вы знаете, именно в этот момент Иисус Он начинает рассказывать вот эти притчи про потерянную овцу, что если вот там одна потеряется, и не оставит ли всех, и не пойдет ее искать. И Он рассказывает эту притчу про блудного сына. Таким образом, Иисус Он говорит, что даже если никто не хочет иметь дело с этими вот людьми, которые там все считают, что они конченые неудачники и грешники, никому до них нет дела, но Богу есть до них дело. Вы понимаете? Вот в этой истории про блудного сына отец, по логике, да, то есть так, когда сын он возвращается, он знает, что он его предал, он у него все забрал, все промотал, обесчестил его. Казалось бы, да, не хочу иметь ничего с ним общего. Но у него другое сердце, он действует по-другому, да? То же самое место, которое мы читали, 20 стих 20-го. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидев его, отец его изжалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Это отец. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги,
И приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это то, что Бог Он делает для тех, у кого нет родителей. Или если у тебя нет отца, или он есть, но он никакой. Это то, что Бог Он делает для тех, кто больше никому не нужен. О них никто не заботится. Это Бог делает для тех, кто принял решение стать Его ребенком, который выбрал Бога как Отца себе. Кто-нибудь скажет аминь. Аминь. Знаете, я читал такую историю. Политик в Америке. Он, дело было давно, 50-е годы, и Южные Штаты, на юге, они называются, даже такое есть понятие, библейский пояс. Это такие очень консервативные, там баптисты очень сильные были, и очень консервативные взгляды. И в 50-е годы, тем более, это даже сейчас консервативными штатами считаются, там вот такого оплота, знаете, например, штат Флорида, я не знаю, если вы, это на юге самая южная точка, там дальше это Куба, и там находится первый, кстати, Дисней-парк, Диснейленд. И вот сейчас, я не знаю, вы знаете, просто это вчера в новостях было, что у них постоянно официальные лица выступают, и вот одна из, как это называется, по современному, директрис, если правильно феминитив использовать, да, она говорила, что нам нужно, они, в общем, вводят в свои персонажи больше всяких ЛГБТ, сообщества, то есть, я не знаю, как это будет, утята эти, в общем, и так далее. То есть они продвигают эти ценности, что мы недостаточно это продвигали. И во Флориде, то есть людей это возмущает. И они обсуждают сейчас, что Дисней сделал миллиарды долларов на традиционных семьях и на традиционных ценностях. А сейчас они пытаются сдвинуть, и семьи этого не принимают. То есть во Флориде был принят закон о запрете пропаганды, пропаганде смены пола для маленьких детей. А в остальных штатах, они с детского возраста уже начинают в садиках рассказывать, что у тебя, тебе надо определяться срочно. То есть кто ты, может быть, не в своем теле и так далее. Дисней, они решили это дело продвигать. И люди возмущаются и говорят, что моей ноги больше не будет. В Диснейленде и так далее. То есть пока вот так. И это во Флориде, да? Это как раз один из библейских штатов. То есть традиционные взгляды там очень сильные. Но в 50-е годы это вообще было что-то такое, что-то с чем-то. И вот этот мужчина, он родился в семье без отца. То есть мать, она не была замужем, когда он родился. И он говорит, когда я рос, это было как, такое... Я, говорит, заходил в класс, и все шептались. И было такое прозвище у него, по-английски называют, есть такой бастард, я не знаю, как на русский это переводит ублюдок, но на самом деле это английское слово, которое означает, внебрачный, или внебрачный, то есть тот, у кого нет, То есть он не от мужа родился. И вот его так постоянно называли ублюдком, нигде его не принимали, постоянно шептались, и он говорит, тяжело было, городишко был маленький, вот такие консервативные взгляды, все такие христиане, пальцем на него показывают, в церковь, это, говорит, была вообще отдельная история ходить. То есть я, говорит, всегда приходил позже всех, старался протиснуться, и старался уйти раньше всех, чтобы пока проповедник не закончил, чтобы я успел выскочить. И, говорит, в один день, у них как раз приехал новый пастор, был новый проповедник, я, говорит, он так быстро закончил, что я не успел выйти. Еще раз, в 50-е годы, традиционно это все, я, говорит, выхожу из церкви, и он такой стоит, со всеми прощается, когда люди выходят, и говорит, о, парень, а ты кто? Ты чьих будешь? Я, говорит, такой, опять началось, да, еще и этот будет. Сейчас надо мной издеваться, да, чьих я буду. И потом, говорит, смотрю, у него мимика меняется, и он такой, так, подожди, говорит, по-моему, узнаю. Так точно ты мне напоминаешь. У тебя, говорит, прямо на лице, говорит, семейные черты. Ты же Сын Божий. И потом он, говорит, положил мне руку на плечо и говорит,
у тебя великое наследство. Тебе нужно заявить на него права. И он говорит, что вот это, говорит, самое важное предложение в жизни, которое я когда-либо слышал. И он дважды стал потом губернатором штата, штат Теннесси, тоже, в общем, там на юге. Самые важные слова, которые я когда-либо слышал. У тебя великое наследство. Ты сын Божий. Наследство — это то, что прописано в документе, которое тебе принадлежит. Ты можешь заявить на это право и пользоваться этим. А можешь пройти мимо и ничем не пользоваться. Знаете, как вот этот вот политик, он преодолел вот это чувство отверженности, своей неполноценности какой-то, да. Представляете, вот так вот молодому человеку жить в таком вот обществе, когда ты вообще никто. Но его ввели, вот как бы, да, сказали, что у тебя есть семья, и у тебя есть отец, который всем отцам отец. Аминь. Давайте мы помолимся. Аллилуйя, Господь. Если у тебя есть что-то на сердце, я не знаю, Господь тебе положил что-то, и ты, как говорил Крис, пастор, я уже неоднократно его цитировал, да, если ты не знаешь, о чем молиться, значит, я плохо проповедовал. Да, сейчас мы подойдем к этому. Давайте мы помолимся. Аллилуйя, Господь. Я прошу Тебя, Господи, дай нам осознавать то наследство, которое мы имеем, и то наследство, которое, несмотря на то, кто были наши родители, но мы можем передать своим детям, Господи. Пусть это будет реальностью в нашей жизни. Пусть наши дети, они будут иметь благословение у Господа до 1000 родов. И, Господи, не дай нам подпадать под ложь дьявола, который может говорить, что мы никто, что мы недостойны, что у нас нет отца, потому что у нас есть великое наследство на небе. Дай нам это осознавать и дай нам это использовать. Аминь. 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 Хорошо. И мне вот уже несколько раз подсказывают, мы забыли совсем про пожертвование. И можно кто-нибудь, кто у нас есть, да, вот Федора, пустить по залу. И вы также знаете, что десятинные пожертвования можно делать в электронном виде. У нас есть реквизиты в группе. Может быть, еще кто-то напомнит. Сейчас отправит. Вот. И пусть Господь благословит вас. Каждого, кто дает. Если вы первый раз в церкви, знаете, что это не поборы, это добровольно мы делаем. Все, пусть Господь благословит вас. Кстати, все, мы как бы с собранием закончили, с торжественной частью. Вы знаете, я просто вот есть как бы в одной группе, вот в домашней, в чате, и там было такое классное предложение о том, чтобы нам делать совместную какую-то трапезу после собрания.